Глава 15. Его выдал треск рации. Я уже глубоко увлекся работой, такой, которой еще не пробовал, поэтому услышал его не сразу. Кончиком ножа я работал над торсом и уже начал чувствовать приятное покалывание в позвоночнике и в ногах, и мне совсем не хотелось останавливаться. Но рация — это новость хуже, чем просто появление охранника. Если он вызовет подкрепление или скажет, чтобы заблокировали дорогу, возможно, мне будет сложновато объяснить кое-что из того, чем я сейчас занимаюсь. Я посмотрел на Еворски. Он был почти готов, и все же я недоволен, как все сделано. Слишком много грязи, я так и не нашел того, что искал. Было несколько моментов, когда казалось, что я нахожусь на грани чего-то прекрасного, какого-то удивительного откровения, чего-то. Чего? Луна, вода за окном, все на месте, а ничего не происходит. И вот я здесь, с незаконченным, нечистым, неаккуратным, нерадующим глаз насильником детей, да еще охранник уже на пути к нам. Ненавижу делать поспешные выводы. Принятие решения — такой важный момент, настоящее облегчение для нас, пассажира, и меня самого. Но какой у меня был выбор? Довольно долго, слишком долго, правда, и мне на самом деле стыдно. За это я думал о том, чтобы убить охранника и продолжить. Это было бы легко, и мог бы продолжить свои исследования как бы сначала. Но нет. Конечно, нет. Не пойдет. Охранник невиновен, так же невиновен, как большинство жителей Майами. Возможно, самое плохое, что он делал в жизни, несколько раз выстрелил вслед удаляющимся водителям на шоссе Пальметто. Чист практически как снег. Нет, нужно спешно отступать. Вахтеру придется остаться не совсем законченным, мне не совсем удовлетворенным. Ничего, в следующий раз повезет больше. Я посмотрел на это грязное, ничтожное насекомое и почувствовал, как меня заполняет отвращение. Из него сочились слюна, сопли и кровь одновременно, безобразное и мокрое месиво покрывало лицо. Тонкая струйка крови вытекала изо рта. Быстрым движением я перерезал Еворски горло, и тут же пожалел о своей поспешности. Оттуда вырвался ужасный кровавый фонтан, который придал сцене еще более прискорбный вид. Да, непростительная ошибка. Чувствуя себя нечистым и неудовлетворенным, я рванул к лестничной клетке. Тихое и раздраженное бормотание темного пассажира преследовало меня. Я выскочил на второй этаж и проскользнул к незастекленному окну. Внизу был виден карт для гольфа, на котором приехал полицейский. Передом он стоял в сторону Олд Катлер, то есть, надеюсь, охранник приехал с другой стороны и не видел моей машины. Рядом с картом стоял толстый и смуглый молодой человек с черными волосами и тонкими черными усиками. Он смотрел вверх на здание, к счастью, в противоположную от меня сторону. Что он успел услышать? Это его обычный маршрут? Хочется надеяться. Если он действительно что-то услышал, если он, стоя снаружи, успел вызвать подмогу, скорее всего меня поймают. И каким бы умным и бойким на язык я ни был, не думаю, что мне удастся отвертеться. Молодой охранник дотронулся большим пальцем до уса и погладил его, как бы поощряя к дальнейшему росту. Насупился, обвел взглядом фасад. Я отпрянул. Когда через мгновение я снова выглянул, то увидел только его макушку. Охранник заходил в здание. Я подождал, пока не услышал его шаги на лестнице. Тогда я высунулся из окна, повис между первым и вторым этажом, держась на грубом цементном подоконнике на кончиках пальцев, а потом спрыгнул. Я сильно ударился, подвернул лодыжку на камне, ободрал костяшки пальцев. Затем самой быстрой в мире хромающей походкой я нырнул в тень и понесся к машине. Когда я наконец плюхнулся на водительское сиденье, сердце мое выскакивало из груди. Я оглянулся и не увидел никаких признаков охранника. Завел двигатель и все, еще не включая света, выехал, как только мог, быстро и бесшумно, на Олд Катлер Роуд, в сторону Южного Майами, длинной дорогой по автостраде Дикси. Пульс все еще колотил в ушах. Какой глупый риск. Никогда еще не делал ничего подобного так импульсивно, вообще раньше ничего не предпринимал без тщательного планирования. Кодекс Гарри, осторожность, безопасность, подготовленность, темные скауты. И вместо этого такая неосторожность. Меня ведь могли поймать. Меня могли увидеть. Глупо, если бы я вовремя не услышал молодого охранника. Мне, наверное, пришлось бы убить его. Убить невинного человека жестоко. Я почти уверен, что Гарри не одобрил бы такого. А еще это было бы нечисто и неприятно. Конечно, я еще далеко не в безопасности. Охранник легко мог записать номер моей машины, если проезжал мимо нее на своем карте для гольфа. Я безмозгло и нелепо рисковал, пошел против всех тщательно отработанных процедур, поставил на кон всю свою тщательно выстроенную жизнь. Ради чего? Ради эмоционального убийства? Стыдно, приятель. И в самом дальнем углу моего разума отозвалось эхом, конечно, стыдно. И знакомый смешок. Я глубоко вздохнул и посмотрел на руку на рулевом колесе.
Но ведь это действительно возбуждает, верите? Первобытное волнение, полное жизни и новых ощущений, и глубокое разочарование. Что-то совершенно новое и интересное. И странное ощущение, что все это куда-то должно привести, в какое-то важное место, новое и все-таки знакомое. В следующий раз надо бы изучить вопрос чуть лучше. Не то чтобы этот следующий раз действительно состоится, конечно. Разумеется, я больше никогда не совершу ничего настолько глупо и импульсивно. Но один раз в жизни даже забавно. Ладно, поеду домой, приму исключительно долгий душ, и к тому времени, когда буду готов. Время. Никто не звал его и не просил стучаться мне в голову. Я договорился встретиться с Ритой, и если верить часам на моей приборной доске, примерно сейчас. Ради какой же темной цели? Я не могу знать, что происходит в мозгу женщины. Как мне могло в голову прийти это ради какой момент, когда все мои нервы и окончания стояли дыбом ее для морали от разочарования. Мне все равно, меня правда не волнует, какие бы острые наблюдения она не делала по поводу дефектов моего характера. Раздражает, что я буду вынужден тратить время на выслушивание всей этой ерунды, тогда как у меня есть более важные темы для размышления. В первую очередь, надо подумать о том, что еще следовало бы сделать из того, чего я не сделал с моим дорогим брошенным Еворски. Со мной произошло столько нового, сравнимого с грубо прерванным, незавершенным оргазмом, что потребуются самые мощные ментальные усилия. Необходимо подумать, поразмыслить, попробовать понять, куда меня все это ведет. И как соотносится с тем другим художником, который ходит за мной тенью и бросает вызов своей работой. И со всем этим грузом зачем мне прямо сейчас понадобилась Рита? Но конечно же, я поеду к ней. И разумеется, мой визит к ней на самом деле скромно окажет добрую услугу в том случае, если мне потребуется алиби на время моего приключения с маленьким вахтером. Почему, детектив, как вы могли подумать, что я? Кроме того, в это время я как раз ругался со своей подружкой. Бывшей подружкой, если быть точным. Потому что у меня нет абсолютно никаких сомнений, что Рита просто хочет, каким словечком мы это дело в последнее время называем, оторваться. Да, Рита хочет, чтобы я пришел и она смогла на мне оторваться. У меня есть ряд серьезных дефектов характера, на которые ей необходимо указать в сопровождении взрыва эмоций, так что мое присутствие обязательно. Я решил задержаться еще на минутку, чтобы привести себя в порядок. Поехал назад в сторону Гроув, припарковался на дальнем конце моста через канал. Из-под деревьев, растущих по берегам канала, я прикатил пару крупных обломков коралловых рифов, сунул их в свою большую сумку, в которой лежали полиэтилен, перчатки и нож, и забросил ее на середину канала. Еще раз я остановился у небольшого темного парка, почти у дома Риты, и тщательно выбрался. Мне нужно выглядеть аккуратно и презентабельно. Когда на тебя кричит разъяренная женщина, это следует рассматривать как полуофициальное мероприятие. Представьте себе мое удивление, когда я позвонил в ее дверь несколькими минутами позже. Она не распахнула дверь настежь, не стала расшвыривать мебель и оскорблять меня. На самом деле Рита открыла дверь очень медленно и осторожно, наполовину спрятавшись за нее, как будто страшно боялась чего-то, что могло ее ждать с обратной стороны. И то, что за дверью ждал я, говорил о ее редком здравом смысле. «Декстер», — мягко и стеснительно произнесла она. Казалось, она не уверена, хочет ли, чтобы я отвечал или нет. Я не думал, что ты приедешь. И все же я здесь, любезно отвечал я. Она ненормально долго молчала. Наконец приоткрыла дверь чуть шире и сказала: «Ты зайдешь? Пожалуйста». Если ее слабый и неуверенный тон, которым на моей памяти Рита никогда не пользовалась, был для меня сюрпризом, то представьте, как меня поразило то, что на ней было надето. Думаю, эта штука называется пеньюар или, возможно, не лишь одним словом, ткань на ее сооружение ушло минимум. Как бы это ни называлось, оно, несомненно, было на ней надето. И как бы неестественно это ни звучало, наряд предназначался мне. «Пожалуйста», — повторила она. Ну, это уже будет немного слишком, правда, что подразумевается, я должен здесь делать. Во мне еще бурлил неудачный эксперимент с вахтером. С заднего сиденья сочилось недовольное ворчание. А быстрая проверка ситуации во многом свидетельствовала о том, что я попал в капкан между дорогой Деп и темным художником, а теперь ожидается, что здесь я проделаю нечто свойственное человеку вроде. Кстати, вроде чего? Она ведь не хочет. То есть она ведь не хочет конца нам обоим. Что здесь происходит? И почему происходит со мной? Я отправила детей к соседям, сказала Рита и толкнула дверь бедром. Я вошел. Не могу придумать, как описать то, что произошло потом. Ни один из вариантов не кажется адекватным. Она пошла в сторону дивана. Я следом. Она села. Я тоже. Казалось, она испытывает неловкость, как будто чего-то ждет, а так, как я не совсем понимал чего, то я вернулся к мыслям о незаконченной работе с Еворски. Если бы у меня только было чуть больше времени, что бы я мог сделать?
Пока я думал обо всем этом, до меня вдруг дошло, что Рита тихо плачет. Какое-то время я смотрел на нее, пытаясь прогнать из сознания образ освежеванного и бескровного вахтера. Провалиться мне на месте, если я понимаю, от чего она плачет, но поскольку я так долго и тщательно практиковался в имитации человеческих проявлений, я знал, что должен успокоить ее. Я склонился к ней, обнял за плечо. «Рита», — сказал я, — «ну ладно, ладно». Не особенно подходящие для меня слова, но их рекомендуют многие эксперты, и они оказались эффективными. Рита потянулась ко мне и прижалась лицом к груди. Я крепче обнял ее, что позволило увидеть часы на запястье. Меньше часа назад эта самая рука сжимала филейный нож над маленьким вахтером. От этой мысли у меня закружилась голова. И правда, я не знаю, как это произошло, но это произошло. Еще какое-то время я поглаживал ее, приговаривая «ну, ладно, ладно», а сам смотрел на мышцы своих рук, сенсорной памяти пальцев, ощущая пульс, взрыв энергии и яркость ножа, взрезающего живот Еворски. А в следующее мгновение, думаю, Рита посмотрела на меня, и я вполне уверен, что тоже посмотрел в ответ. И все же я видел не Риту, а аккуратную кучку прохладных и бескровных конечностей. Кретины руки расстегивали мне ремень, а я слышал громогласный, недовольный голос темного пассажира, а чуть позже. Так, все же это непостижимо. То, что здесь, на диване. Как это вообще могло произойти? К тому времени, когда я забрался к себе в постель, сил у меня не осталось совсем. Обычно я не сплю долго, но сегодня казалось, что мне может потребоваться целых 36 часов. Подъемы и спады прошедшего вечера, напряжение от такого множества новых ощущений, все это действовало опустошающе. Конечно, не настолько опустошающе, как для Еворски, этого маленького мерзавца, но я использовал всю свою месячную норму адреналина за один стремительный вечер. Я не мог даже думать, что означал каждый из его элементов, начиная со странного толчка, бросившего меня в безумный и стремительный ночной полет, до совершенно невообразимых вещей, происшедших между нами с Ритой. Когда я уходил, она спала и выглядела явно намного счастливее. Но запутавшийся бедняк темный Декстер снова не может ни в чем разобраться, поэтому не успела моя голова коснуться подушки, как я почти мгновенно заснул. И вот я снова над городом, как стремительно парящая, гибкая птица, и холодный воздух обтекает меня, то тянет вверх, то бросает вниз, туда, где лунный свет рябит на воде, и я влетаю в тесную холодную комнату для убийств, где маленький вахтер смотрит на меня и смеется, распростертый под занесенным ножом, смеющийся. Это усилие перекашивает его лицо, изменяет его, и теперь это уже не Еворски, а женщина и человек, держащий нож, смотрит вверх, туда, где паю я, над скрученным и красными внутренностями, и он поднимает лицо, а за дверью я слышу Гарри и поворачиваюсь как раз перед тем, как увидеть, кто лежит на столе, но я просыпаюсь. Головная боль такая, будто голову раскололи арбуз. Ощущение такое, как будто я вообще не закрывал глаз, хотя часы у кровати утверждают, что уже 5:14. Еще один сон, еще один междугородный звонок на мою фантомную вечернюю линию. Неудивительно, что я непреклонно отказывался видеть сны большую часть своей жизни. Как глупо, какие плоские и очевидные символы. Полностью неконтролируемая, тревожная мешанина, отвратительный и вульгарный нонсенс. Теперь я уже не мог снова заснуть, перед глазами все те же инфантильные образы. Если уж я вижу сны, не могли бы они больше подходить мне, быть интереснее и разнообразнее. Я сел и потер пульсирующие виски. Жуткое и утомительное оцепенение вдруг спало с меня, точно корка с раны, и я сел на кровати в каком-то непонятном дурмане. Что со мной происходит? И почему это не может происходить с кем-нибудь еще? Сон не был похож на предыдущие, однако я не уверен, что знаю, в чем разница или что он означает. Последний раз я не сомневался, что должно произойти новое убийство, я даже знал где. Но сейчас я зевнул и пошлепал в кухню выпить воды. Голова Барби сделала так-так, когда я открыл холодильник. Я стоял и смотрел, потягивая воду из большого стакана. Яркие голубые глаза смотрели на меня не мигая. Почему мне приснился этот сон? Может, просто переутомление от похождений прошедшего вечера включил на воспроизведение мое расшатанное подсознание. Раньше я никогда не ощущал переутомления. На самом деле это всегда давало выход напряжению. Впрочем, раньше я никогда не оказывался так близко к катастрофе. Но при чем здесь сон? Некоторые из его образов были болезненно натуральны. Еворский Гарри, неувиденное лицо человека с ножом. Однако хватит. Зачем беспокоить меня ерундой из учебника психологии для начинающих? Зачем вообще беспокоить меня этим сном? Мне он не нужен. Мне нужен отдых, и вместо него вот он я, играю в кухне с куклой Барби. Я снова качнул головку. Так. Опять же, при чем здесь Барби? И как мне разобраться во всем, чтобы осталось время на спасение карьеры Деборы? Как я могу обманывать Герту, когда бедняга так увлеклась мной?
И во имя всего святого, если оно действительно существует, зачем Рите понадобилось сделать это со мной? Неожиданно все напомнило запутанную мою оперу. Это было уже слишком. Я нашел аспирин, прислонился к кухонному шкафу и выпил 3 таблетки. Наплевать на вкус. Я никогда не любил лекарства в любом виде, кроме как для утилитарного использования. Особенно после того, как умер Гарри.